Добрый день, уважаемые абитуриенты, дорогие друзья. Моя фамилия Ведерникова Татьяна Геннадьевна. Я имею ученую степень кандидата технических наук и звание доцента по кафедре химии, а также должность доцента по одноименной кафедре. С 26 по 28 июля этого года вам предстоит сдать экзамен по химии. Доступ к экзамену в эти числа с 26 по 28 июля будет с 10:00 до 20:00. Форма и процедура данного экзамена проводится согласно утвержденной сайта программы вступительных испытаний. У всех абитуриентов есть личный кабинет, вся информация там, и списки подавших, расписание экзаменов, важные даты, ссылки на программы вступительных испытаний для подготовки, все это на сайте. До экзамена на почту придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обращаю ваше внимание. Логин и пароль от личного кабинета и на экзамен, они разные. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены. Логин и пароль выдается только один раз на все экзамены. Далее, личный кабинет, вступительное испытание, где указана дата, справка, то есть справа кнопка «Сдать онлайн». Вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и начать тестирование. Как только нажали «Начать тестирование», внимание, начинается отчет времени. Обращаю ваше внимание, следите за временем. На сдачу экзамена дается только одна попытка. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа начнется отсчет времени. Стандартное время – это 1 час астрономический, то есть 60 минут. Пересдача по экзамену не предусмотрены. Самое позднее время входа за 1,5 часа. То есть, если у вас там до 20:00, 28 июля, то за 15 минут это уже не имеет смысла заходить. Поэтому вот это обязательно учтите. Еще раз повторяю, доступ к экзамену по химии с 26 по 28 июля и время с 10:00 до 20:00. Советы по подготовке к экзамену. Обратите внимание на следующие темы и разделы. Здесь 5 крупных тем. Первая тема – это основные понятия и законы химии. Какие сюда вопросы входят? Химический элемент, атом, молекула, относительная атомная масса, моль, валентность, степень окисления, простые и сложные вещества. Вторая тема, она посвящена периодическому закону и периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Здесь нужно обратить внимание на электронное строение атомов элементов, квантовые числа и их физический смысл. Дальше понятие изотопы, радиус атома, энергия ионизации, ион, виды химической связи, кристаллические решетки. Далее, третья тема – это классификация и номенклатура неорганических соединений. Общие свойства оксидов, оснований, кислот, солей.
И здесь же амфотерные гидроксиды, не забудьте. Структурные формулы кислот нужно уметь писать. Типы химических реакций и закономерности их протекания. Дальше четвертая тема – растворы. Значит, сюда входит электролитическая диссоциация, ионное уравнение реакции, обратите внимание, как правильно писать, и гидролиз солей. Значит, далее пятая тема, такая она самая большая, основные теоретические положения органической химии. Значит, обратите внимание, гибридизация атомов углерода. Дальше и в данной теме будет внимание обращено на углеводороды. Значит, что здесь? Классификация, номенклатура, изомерия и гомология, гомологический ряд, химические свойства и способы получения углеводородов, отдельные представители кислород и азот, содержащих органические соединений. Значит, спирты, спирты одноатомные спирты, многоатомные спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, из углеводов глюкоза, дальше фенол, анилин. Далее обратите внимание на качественные и именные реакции. Значит, именные реакции, которые будут встречаться в тестах, это реакции Кучерова, реакции Вюрца, реакции Лебедева, Коновалова, Дюма, Кольбе. Значит, вот на эти именные реакции обратите внимание. Также представляю образцы выполнения тестовых заданий. Значит, хочу еще добавить тесты, они закрытого типа, значит, вопрос, и на вопрос 4 ответа. Один из них правильный. Ну вот по первой теме, например, простым веществом является, и даны ответы: белое олово, белила титановые, берил, белильная известь. Вы сразу можете вспомнить, что белое олово – это одна из аллотропных модификаций олова и, следовательно, является простым веществом. Если же вы забыли, что такое белое олово, то знаете, что белила титановая – это диоксид титана. Берил – это минерал, в состав которого входит бериллий. Ну вот примерно химическая формула здесь приведена. Ее, конечно, можно и, как говорится, не знать, но вы знаете, что берил минерал – сложное вещество. Дальше белильная известь – это смешанная соль, хлорид, гипохлорид кальция. Все это сложные вещества. То вы можете прийти к правильному ответу методом исключения. Не забывайте об этом приеме при работе с тестами. Дальше, по второй теме. Значит, пример приведен. Наименьший радиус имеет атом. И представлены, значит, ответы. Сурьма, дальше здесь у нас мышьяк, сера, фосфор. Значит, выполняя эти задания, значит, я хочу сказать, что когда вы будете сдавать экзамен, обязательно с собой периодическую систему или периодическую таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжения металла. То есть все, что, значит, по школьной программе, это обязательно, значит, вы этими пользовались таблицами. Так вот, выполняя это задание, необходимо вспомнить, как изменяется атомный радиус. Атомный радиус, значит, возрастает в периоде справа налево, а в группе сверху вниз. Из приведенных элементов, значит, здесь 5-я А-группа, куда входит сурьма, мышьяк и фосфор, значит, наименьший радиус имеет атом фосфора. То есть, значит, если сверху вниз возрастает, то снизу вверх убывает атомный радиус. Значит, по логике
значит, наименьший из этих элементов трех, наименьший радиус имеет фосфор. Дальше рассматриваю элементы фосфор и сера, которые находятся в третьем периоде. Отмечаем, что сера находится правее фосфора, то есть в порядке уменьшения атомного радиуса. Таким образом, наименьший радиус из всех четырех элементов имеет атом серы. Следующее задание – это, значит, из третьей темы. Значит, сульфат меди 2 можно получить при взаимодействии. И даны, значит, здесь подборка этих веществ. Смотрим. Ответ А неверен. Почему? Потому что гидроксид меди 2 – это нерастворимое основание, а нерастворимые основания с растворами солей не взаимодействуют. Далее. Ответ Б неверен. Почему? Потому что обменная реакция между растворами солей происходит в том случае, если в результате образуется нерастворимая соль. Здесь же нитрат меди – растворимая соль, сульфат железа – растворимая соль, и в результате обмена реакции тоже получается растворимые соли. Фактически получается при сливании, значит, исходных солей образуется просто смесь ионов. Далее, ответ С также неверен. Почему? Потому что медь находится в ряду напряжения металлов правее водорода, и, следовательно, она не взаимодействует с разбавленной серной кислотой, в которой окислителями являются ионы водорода. Таким образом, правильным ответом является ответ D, то есть при взаимодействии оксида меди-2 с серной кислотой действительно образуется сульфат меди-2 и приведено уравнение реакции. Так, по следующей теме. Значит, сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата хрома-3 калия, значит, и даны, значит, коэффициенты. Рассуждаем. Значит, сульфат хрома-3 калия фактически представляет собой двойную соль. Значит, двойные соли диссоциируют в водном растворе на катионы металлов и анионы кислотных остатков. В данном случае, значит, катионы калия, хрома трехвалентного и сульфат анион. Очевидно, что сумма коэффициентов в этом уравнении равна 5. Обратите внимание, что не записывающиеся в уравнении коэффициенты единица, разумеется, они учитываются. Следующий. Значит, это задание из 5 темы. Значит, органическая химия. Значит, я здесь для разбора привела расчетную задачу. Значит, масса бензола, которую нужно синтезировать реакцией ароматизации из 172 граммов гексана, значит, если выход составляет 90%. Значит, какова масса бензола? Для выбора правильного ответа необходимо решить эту задачу. Значит, во-первых, записываем уравнение реакции ароматизации. В данном случае здесь реакция циклизации и дегидрирования, или называется это реакция ароматизации. Значит, в результате получается бензол. Из уравнения реакции следует, что количество вещества гексана будет равно количеству вещества бензол. Следовательно, записываем количество вещества. Это что? Это есть отношение массы вещества к малярной массе этого вещества.
Записали. Дальше, значит, находим малярную массу. Сначала, значит, она будет равна по абсолютной величине относительно молекулярной массе, а молекулярную массу вы умеете находить. Значит, таким образом малярная масса гексана равна 86 грамм на моль, а малярная масса бензола 78 грамм на моль. Отсюда делаем расчет масса бензола теоретическая, то есть по уравнению реакции. Сколько? 156 грамм. Так как выход продукта это является отношением массы продукта практического или фактического, деленное на массу продукта теоретического и умножить на 100%, значит, следовательно, масса бензола, которую можно синтезировать из известной массы гексана 172 грамма, при выходе продукта 90% составляет 140,4 грамма. Вот правильный ответ. Далее, значит, привела еще один, поскольку тема большая, поэтому еще один, значит, вопрос. Значит, тестовое задание. Изомер 2,2,3 3-метилгексана. Значит, из 4, значит, нам нужно выбрать этот изомер исходному веществу. Значит, как выполняет эти задания? Для выполнения задания нужно сначала написать формулу каждого из 4 веществ и вспомнить определение изомера. Значит, изомерами называются вещества какие? Которые имеют один и тот же состав, но разное строение. Значит, подсчитаем число атомов углерода и водорода в каждом из них. Вот под буквой А значит, приводим формулу на черновичке. Молекулярная формула, значит, соответственно, будет С10H22. Ну, еще обращаю ваше внимание, значит, все вещества, которые здесь приведены, видите, они имеют суффикс «ан», то есть это у нас алканы. Поэтому можно посчитать атомы углерода и по общей формуле найти и число атомов водорода. Или, как и уже я вам предлагаю, значит, написать структурные формулы и посчитать. Под буквой Б, значит, здесь у нас получается С11H24. Под буквой С С7H16. И под буквой Д, наконец, последняя формула, значит, С9H22. Видим, значит, где у нас совпадение, значит, с исходным изомером. Значит, исходный изомер С9H20 и, значит, вещество нормальный нанан под буквой Д. Исходное вещество имеет состав С9H20 и такой же состав имеет вещество нормальный нанан. Какую лучше литературу использовать? Какие ссылки, сайты? Значит, что я могу вам здесь порекомендовать? Значит, во-первых, берете учебники по химии, по которым вы учились. Вы знакомы уже с этими учебниками. Значит, тесты в рамках, значит, школьной программы, поэтому на первом месте учебники по химии, по которым вы учились. Дальше можно, значит, такие рекомендовать, значит, лучшие пособия для подготовки к ЕГЭ по химии. Значит, сайт я вам здесь, значит, привела. В том числе, ну, сейчас современное, значит, это Кузьменко и, значит, 3 там автора. Первый Кузьменко «Начало химии». Значит, это за 19-21 годы. Ну, можно и 18, и более ранние.
Значит, вот обычно по этой книге. Дальше рекомендуют ребята, которые сдали уже ЕГЭ. Значит, на втором месте Доронькин. Тоже это группа авторов, первая фамилия Доронькин. Химия, большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Далее репетитор по химии под редакцией Егорова. Тут разные годы. Значит, дальше еще рекомендую полезные ресурсы для подготовки к ЕГЭ по химии. Тоже сайт я здесь вам обозначила. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать удачи. Значит, благодарю вас за внимание и желаю удачи. Студентам говорят ни пуха, ни пера, а должны ответить черту. Ну, вы, дорогие абитуриенты, я надеюсь, кто выберет этот экзамен, вы успешно сдадите. И тогда вы действительно будете, значит, в числе наших студентов нашего Башкирского государственного педагогического университета. Еще раз желаю удачи. До встречи.